Неизменно на протяжении 10 лет Анапа становится местом проведения всероссийских юношеских игр боевых искусств. На этот раз в турнире приняли участие более 5000 спортсменов из разных регионов России. К соревнованиям были допущены юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет. Республику Башкортостан представляли около 15 человек, в их числе и сибайские ребята из клуба «Черный дракон» Турпал Джабраилов и Роман Залимов. Александр Сергеевич Гаврилов готовил нас усиленно, подошли к этому грамотно. По времени все поймали золотую середину, форма хорошая была. Я выезжаю на такие турниры уже 5-й раз, 4 раза боксировал в финале и 2 раза выигрывал первенство России. Все соперники меня знали, все знали, кто я такой. Где-то кто-то побаивался или кто-то наоборот хотел меня выиграть, потому что, уже опытный и старый боец. Думаю, недооценки соперников не было с моей стороны, а с их стороны тоже не было, потому что все старались и все проявили себя по полной. Наши спортсмены, выступающие в дисциплине муай-тай и тайский бокс, прошли несколько этапов. В финальном бою за первое место среди юниоров в категории 67 кг победу одержал Турпал Джабраилов, в то время как Роман Залимов, двукратный чемпион России в категории 60 кг среди юниоров, уступил право первенства бойцу из Ленинградской области, при этом оставив позади себя спортсменов из Дагестана и Ямало-Ненецкого автономного округа. Секретом успеха наших ребят, по словам тренера Александра Гаврилова, стали систематические тренировки для отработки техники, поддержания режима и специальной диеты. Рекомендации наставника, которые может получить любой начинающий боец, в первую очередь включает в себя осознание своей спортивной деятельности, определение целей и объективная постановка задач. Причем природные физические данные не играют главную роль. Тренер отметил, что сибайский клуб «Черный дракон» известен своими способными воспитанниками в спортивных кругах не только Сибая, но и городов-миллионников из соседних областей. Самое основное – это систематические занятия, на мой взгляд. У нас ребят в основном, основные ребята выступают, они 5 раз в неделю занимаются. То есть, грубо говоря, каждый день, кроме субботы и воскресенья. В основном где-то около 3 часов тренировка идет, 2,5-3 часа. Это первое. Второе – это поддержка родителей в любом случае. То есть есть родители, которые, я с ними не согласен, то что из-за учебы они лишают детей тренировок, как метод наказания. На мой взгляд, это тоже неправильно. И в целом физические данные, они поправимы. То есть здесь больше, наверное, работает тренеру именно по тактике работы. То есть высокий, низкий, крепкий, худой, слабый. Эти моменты можно все исправить, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Говоря о возможностях спортсменов нашего города, нельзя не отметить тот факт, что призеры первенства по тайскому боксу были приглашены на европейский чемпионат, который уже с 14 октября проходит в Париже. Но из-за отсутствия спонсоров и как следствие финансирования поездка не состоялась. Между тем, тренерский состав «Черного дракона» уверен, их ребята способны покорить и мировые пьедесталы. Сейчас Олимпийский комитет международный допускает тайский бокс как участие в Олимпийских играх. То есть в течение 3 лет сейчас развитие это идет. Если это допустит, будет он олимпийским видом спорта, то будет уже поддержка, соответственно, намного выше. И тем самым надеюсь, что, может быть, в нашем городе появится какой-то олимпийский чемпион. Ринат Музафаров, Екатерина Марочкина, Али Кадыров, Гульгина Раскидина, телекомпания СТВ.